Здравствуйте, дорогие друзья. 9 часов 0 минут 35 секунд в башкирской столице. Сегодня 26 мая, и на канале «Аспекты Башкортостан» мы начинаем традиционный утренний эфир «Аспекты Республики». Веду его сегодня я, Руслан Валиев, помогает мне Никита Полянин. И сегодня мы планируем уже все-таки возвращаться к более-менее нормальному, скажем так, содержательному ведению эфиров. То есть практически до 10 утра мы сегодня планируем быть вместе с вами с большим обзором прессы, с видеофрагментом. Это будет репортаж городского телеканала ЮТВ, а также с гостем. Мы планируем по видеосвязи связаться с руководителем Башкультнаследия Олегом Полстоваловым. Иначе Башкультнаследие, если полное название его привести, то это Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан. В принципе, с Олегом Владимировичем мы ни разу в эфирах не были, то есть по поводу деятельности самого ведомства поговорим. Плюс есть информационный повод, о котором многие СМИ буквально вот последние дни писали. Имеется в виду дом Капкаева по улице Заки-Валиди, где местные жители вступили, ну, если не в конфликт, то как минимум в спор с собственниками аптечной сети Фармленд. Вот по этому поводу надо как бы разобраться, попытаться, по крайней мере, да, и в целом понять, что же у нас с объектами культурного наследия. И самое главное, с принципами взаимодействия между вот самим Башкультнаследием, властями муниципалитета, собственниками недвижимости, чаще всего это жители старых квартир, да, и арендаторами, которые, по идее, по замыслу, скажем так, должны реставрировать эти все объекты, поскольку мы же считаем, что они должны быть сохранены, и дальше как-то их использовать во благо себя и города. То есть сложная, запутанная история, она, как правило, истории, точнее, как правило, эти все сложные, запутанные, связанные с деньгами, с какими-то интересами, с запросами зачастую повышенными со стороны там собственника этих квартир. Поэтому клубок, который требует медленного, но такого обстоятельного распутывания, скажем так. Значит, что у нас? У нас трансляции в YouTube, в Одноклассниках, ВКонтакте запущены, чаты все работают, но вы, пожалуйста, пишите прежде всего в чат YouTube. Именно этот чат открыт передо мной, и я смогу ваши сообщения зачитывать. Также номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений также работает. +7 927 304 1051. Сервис Boosty для того, чтобы делать добровольные пожертвования и оказывать помощь нашей редакции к вашим услугам. Ссылки в описаниях ко всем трансляциям в YouTube, в Одноклассниках и ВКонтакте. В общем, все, что нужно, сказано. Поехали, почитаем прессу. Начнем с нескольких публикаций пруфов. Кандидатом в члены Центра избиркома Башкирии стал коммунист, ранее подозреваемый в попытке дать взятку. Истекают полномочия текущего состава Центральной избирательной комиссии. Голосование за Вадима Садыкова должно состояться на заседании Курултая 26 мая. Значит, соответственно, решение о том, что Садыкова нужно выдвинуть членом Центральной избирательной комиссии республики, приняло само региональное отделение КПРФ. И, значит, напоминает нам издание «Пруфы», что накануне выборов в 2018 году он был задержан по подозрению в попытке дать взятку. Значит, исходя из огромного опыта участия в избирательных кампаниях, кандидатура Садыкова должна быть поддержана всеми депутатами Курултая Республики Башкортостан на ответственную должность члена ЦИК РБ с решающим голосом, прокомментировал депутат Госсобрания Рустам Хафизов на своей странице в соцсети данное событие. Издание «Пруфы» также напоминает, что действующий состав ЦИКа был утвержден в 2017 году. Переизбрание его связано с истечением срока полномочий. Вот. И по поводу Садыкова подробности. Значит, в первом случае, аж в 2008 году Садыков, будучи заместителем координатора регионального отделения, тогда еще ЛДПР, якобы вымогал деньги у кандидата в республиканский парламент. Второй скандал имел место 10 лет спустя, в 2018 году. К тому времени Садыков уже перешел в КПРФ, а обвинение в его адрес выдвинул секретарь Калининского райкома Компартии в Уфе Ян Двинский. Молодой человек заявил, что Садыков теперь уже сам якобы предлагал взятку в обмен на услугу фиктивного наблюдения на выборах в Курултай. Помню эти события, уже работал на «Эхе Москвы» в Уфе, и этот скандал накануне выборов 2018 года обсуждался довольно-таки громко.
Любопытно, конечно, в партии, видимо, не так много людей, да, выбор, как говорится, невелик из кандидатов, одни и те же, так или иначе, тасуются в одной колоде и меняют позиции. Но Центр избиркома — это довольно интересное место для того, чтобы продолжать ту или иную деятельность. Хотя мы понимаем, что это общественная в данном случае работа, и зарплата там выплачивается, судя по всему, только в период избирательных кампаний, когда избирательная комиссия регулярно собирается и проводит свои. Большая сумма, соответственно, не распределена, и вопрос в том, куда эти деньги пойдут. В общем, если любопытно, это материал Рамиля Рахматова, можете почитать. Далее, те же пруфы продолжают на тему кадровых назначений в Уфимской мэрии. Ратмир Мавлиев перевел из Нефтекамска в мэрию Уфы очередную соратницу. Координировать строительную отрасль в Уфе будет бывшая бизнес-леди с опытом в торговле авто и сфере общепита. Значит, Зиля Гумарова. Она займет место начальника управления координации строительной деятельности. Об этом сообщил изначально телеграм-канал «Тайны уфимских застройщиков». Сообщается, что ей 32 года, закончила филиал БГУ в Нефтекамске и дальше занималась бизнесом, вплоть до того, когда стала начальником отдела в Комитете по управлению собственностью Минземимущества Башкирии по Нефтекамску, а с 2020 года являлась управляющей делами администрации Нефтекамска. Ну, то есть человек действительно хорошо, как минимум, знаком Мавлиеву по опыту работы в администрации города на севере нашей республики. Далее. Вот как раз-таки мостик перебрасывая во вторую часть нашего эфира, с материалом «Коммерсанта» ознакомимся, давайте, и поймем как раз-таки, о чем речь. Фармленд могут обязать отремонтировать памятник на улице Валиди в Уфе. Как раз таки Управление по госохране объектов культурного наследия, то самое Башкультнаследие, объявило предостережение акционерному обществу Фармленд о недопустимости нарушения закона об охране объектов культурного наследия в отношении памятника культуры «Доходный дом Капкаева». В результате обследования исторического здания ведомство установило, что владелец здания памятника Фармленд, то есть владелец в данном случае, не арендатор, проводил строительно-ремонтные работы без разрешительной документации, согласованной с Башкультнаследием. Кроме того, во время осмотра подвальных помещений здания было обнаружено, что деревянные перекрытия и балки находятся в ветхом состоянии. Осыпалась штукатурка, появились трещины, а пол просел. Управление направило в МВД Башкирии материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями, целый ряд тут статей, которые касаются нарушения требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Значит, на 25 мая планировалось направление в суд иска о принуждении Фармленда в срочном порядке провести противоаварийные работы, разработать проектную документацию, провести работы по реставрации здания. Как я понимаю, именно этим Фармленд и занимался, как раз-таки реставрацией здания и попыткой его спасения, с учетом крайне аварийного состояния внутренних конструкций. Если внешне как бы это здание кирпичное и как бы достаточно его там оштукатурить, отшлифовать и покрасить, то внутри деревянные перекрытия, как это часто бывало там в архитектуре 19 там, и ранее веков, все это прогнило и так далее. То есть они пытались начать эти самые работы, но видимо, подход, что ли, кому-то не понравился, и решили пойти вот путем исков, хотя почему бы не договориться. Но опять-таки, да, будем тему обсуждать подробно с руководителем Башкультнаследия Олегом Полстоваловым буквально уже минут через 20. И в продолжении темы памятников «Коммерсант» публикует еще один материал. Ответчиков отправили по домам. Спор об обязании владельцев отреставрировать памятники архитектуры в Уфе. Значит, во-первых, дом, в котором помещались типография газеты «Алга» и горевший дом Веденеева, это огромное, да, тоже кирпичное здание на Карла Маркса. Так, этот самый спор подошел к завершению. Верховный суд Башкирии встал на сторону управления по госохране, то есть, опять-таки, на сторону Башкультнаследия, и поручил владельцам в течение 1,5 лет восстановить здание. Собственники памятников, кто бы это мог быть? Это муниципальное унитарное предприятие, служба заказчика и технического надзора, то есть городское предприятие. Также есть тут и ООО «Иск Эрмитаж» и, собственно, сама мэрия.
По оценке Башкультнаследия на реконструкцию одного только дома в Веденеево в 2020 году требовалось аж 140 миллионов рублей. Однако, по данным ведомства, инвесторов, готовых вложиться в реставрационные работы, пока нет. Верховный суд, напоминает нам «Коммерсант», встал на сторону, в общем, решения Ленинского райсуда, оставил его в силе, который также обязал владельцев отреставрировать два памятника архитектуры, вот этих самых, да, дом Веденеева и типография газеты «Алга». С иском к этим компаниям, значит, обратились, получается, сами по себе вот чиновники Башкультнаследия. Само решение Верховного суда пока не опубликовано, сообщает «Коммерсант». Вот, и ну, до конкретных действий, скажем, да, по реализации этих решений, наверное, пройдет еще какое-то время. Напоминает нам также издание, что дом, в котором помещалась типография газеты «Алга», и дом Веденеева являются памятниками архитектуры конца 19-го, начала 20 веков. Поставлены на госохрану в 1987 и 1992 годах. В 12 и 18 годах в доме Веденеева происходили пожары, которые повредили третий этаж и крышу. Сейчас оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Я думаю, легко это заметить, как стены рушатся, как деревья и другие, не знаю, кустарники произрастают буквально на площадке этих самых домов. Далее давайте почитаем аспекты как раз-таки. Наш сайт аспектымедиа.ру. Призываю вас открыть для себя этот сайт, если вы это еще не сделали. Он у нас уже работает. Если не вовсю, то ну, как минимум на половину мощности точно. Никита подсказывает, был ли в продаже морковный сок. Ну, там в привязке к одному из главных героев мультфильма «Зайцу». Личное хозяйство, сады, глубокая заморозка, сублимация – все это является для нас теми ноу-хау, которые позволят проделать нам определенные шаги. У нас есть договоренности по открытию в Башкортостане завода по производству соков. Узбекские коллеги в рамках встречи озвучили такое намерение. Сейчас мы его упаковываем, предоставим самую удобную локацию. Поэтому соки, в первую очередь, из наших овощей будут реализованы, цитирует слова Муратова агентство Башинформ. Ой, ну я не знаю, вот про овощи я сейчас сразу же начал вспоминать, а что мы про это знаем. На фоне роста цен на морковь, помните, наверное, да, еще до всех последних событий был взрывной рост, все говорили, как же так, что с морковью? Потом с министром сельского хозяйства мы в студии у нас обсуждали, и он говорил, что у нас не сказать, чтобы прям много выращивается овощей. У нас зернобобовые культуры в фаворе, да, их огромное количество, и на экспорт и все дела, ну как бы нормально. А вот та же морковь, свекла, картофель, как бы это и даже на пиках, скажем так, больших площадей посевных не было. А на фоне снижения цен оптовых на эти самые овощи наши фермеры сокращали в последнее время эти самые площади. И это опять-таки далее привело к взрывному росту цен, когда запасы истощились. А если эти самые запасы для того, чтобы еще соки делать, в материалах журналистов пока умалчивается. В башкирский парламент тем временем внесли закон об изменении порядка проведения референдумов, то есть изменение порядка того, чего нет. Закон планируют принять в окончательном чтении уже сегодня, 26 мая. По словам спикера Госсобрания Толкачева, изменения обеспечат более полную реализацию прав на участие в референдумах, то есть более полную реализацию прав, которых у нас нет. Да, 0 умножить на 2 будет 0, подсказывает Никита. И я здесь с ним совершенно согласен. Но давайте процитируем, что тут имеют в виду, какие же у нас права теперь будут реализованы в более лучшем виде. Законопроектом предлагается установить новый порядок участия в республиканском референдуме тех граждан, которые в день голосования, внимание, будут в отъезде. Избирателю не придется идти за открепительным удостоверением по месту регистрации. Он сможет проголосовать там, где будет находиться в день референдума. По такому принципу выстроена система «Мобильный избиратель», которая уже успешно отработана, в том числе на выборах федерального уровня. Еще одно предлагаемое нововведение в законе о референдумах – это возможность подачи через единый портал госуслуг заявления о голосовании по месту нахождения. Ага, о как. Не одно и то же ли вот эти вот два пункта. То есть, если вдруг случится нечто вроде чуда, и в республике будет проведен по какому-то вопросу референдум, то вы можете не бояться и спокойно, находясь где угодно, поучаствовать в этом самом референдуме.
Что ж, теперь мы заживем. И принципы прямой демократии, видимо, с более, точнее, с удвоенной силой сможем реализовывать буквально вот чуть ли не на каждом шагу. Ай-яй-яй. Значит, Уфа-1. Задача поставлена краткосрочная. В военкоматах Уфы собирают батальон добровольцев для отправки на Украину. Кстати, чуть ли не важнейшая тема. Давайте я немножко откачу назад и начну с публикации на нашем сайте. На «Аспектах» вечером вышел репортаж с пресс-конференции, которую в Уфе провели общественники, ранее выдвинувшие идею сформировать в Башкирии батальон. Так вот, председатель Республиканской общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов в среду собрал пресс-конференцию, на которой разъяснил идею создания башкирского батальона имени Шаймуратова для борьбы с нацизмом на территории Украины. Ну, это как бы цитата, да, разумеется. «Я сам офицер, капитан запаса, морпех, 15 лет служил в СОБРе, участник боевых действий. Вы знаете, что добровольцы воюют. Там на юге формируют добровольческие батальоны. Все разные, никто друг друга не знает. Ни слаженности, ни сплоченности. В Великую Отечественную войну создавали дивизию по принципу землячества. Самый большой процент удостоенных званием Героя Советского Союза у башкирской кавалерийской дивизии». Значит, по словам Камалетдинова, идею одобрили в Минобороны России, а ему передали, что глава региона Ради Хабиров изъявил желание с ним встретиться. Неназванные спонсоры готовы приобрести форму и амуницию, а также помочь деньгами, значит, соответственно, в самой этой самой дивизии будущей, точнее батальону все-таки. За время боевой подготовки обещают новобранцам выплачивать по 30 тысяч рублей, а в ходе участия в спецоперации планируется выплачивать рядовому 220 тысяч рублей в месяц и 330 тысяч сержантскому составу. Также обещанные суточные сверху еще от республики. Их источник при этом не называется. В общей сложности солдату могут выплачивать более 300 тысяч рублей в месяц за боевые действия, плюс еще премии за подбитую технику. В общем, очень серьезные здесь идут речи про большие довольно-таки денежные выплаты. Вот что важно тут еще процитировать. «Думаю, что это будет мотострелковый батальон», сказал Камалетдинов. И добавил: «Это батальон Министерства обороны, а не национальная махновщина. Сам еду, хочу возглавить. Не дадут, поеду замполитом, командиром роты». По его словам, ранее многие добровольцы отправились на Донбасс через чеченские батальоны. И вот по данным военкоматов, которые приводит Уфа-1, уже желающих несколько сотен записано за последние дни, и набор добровольцев продолжается. Подробнейший материал на этот счет, как я уже сказал, есть на сайте Уфа. Что сейчас происходит с российской экономикой. Опять же, полезный жизненный материал от Уфы-1. По мнению экономистов, укрепление рубля – это не так позитивно, как кажется на первый взгляд. Прекрасно. Значит, тут напоминание, да, как этот курс у нас двигался, как курсы валют резко подскочили в начале марта, а потом стабилизировались и теперь уже бьют антирекорды с точки зрения иностранных валют, разумеется. И вот цитата из мнения, скажем так, собеседника издания Уфа-1. Дисбаланс в пользу рубля был смещен и другими мерами, например, запретом для нерезидентов на продажу российских активов. Это фактически запрет на вывод своих активов из страны. А вывод активов всегда сопровождался падением курса рубля и резким падением импорта в Россию. Алексей Федоров зовут собеседника издания. То есть сейчас в нашу страну приходит огромный поток долларов и евро, но валюта в таких количествах теперь не нужна ни государству для пополнения золотовалютных резервов, ни населению для покупки иностранных товаров, ни бизнесу из-за санкций и обрыва логистики, ни иностранным инвесторам, которые заблокированы внутри страны. Пока эти условия действуют в российской экономике, рубль будет оставаться очень крепким. Ну и далее, почему это вредно, на самом деле, в долгосрочной перспективе, особенно если укрепление рубля будет происходить дальше и непредсказуемо в столь же резких темпах. Более подробно на страницах Уфы-1 вы можете с материалом ознакомиться. А мы сейчас еще, значит, пару новостей возьмем, после чего сделаем небольшую паузу и будем уже связываться с нашим сегодняшним гостем. Я надеюсь, что все будет в порядке.
ЮТВ, городской телеканал, сообщает нам, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправил на доработку проект планировки парка Первомайский. Я напомню, что парк Первомайский — это уже, в принципе, отремонтированный и даже отреставрированный, что ли, объект благоустройства нашего города. Отзывы по поводу которого в основном были положительные. Собственно, Ради Хабиров неоднократно посещал парк Первомайский за АДК машиностроителей в Черниковке. Довольно-таки резонно в этом смысле хвалился этим проектом, который удалось сделать его команде. И вот тут что-то новое. Оказывается, здесь еще не все закончено, и, соответственно, то, что предлагалось сделать дальше, Мавлиев отклонил. Значит, речь идет о территории, ограниченной улицами Орджоникидзе, машиностроителей, Черниковской и межквартальным проездом. Общая площадь участка составляет 20 гектаров. Судя по всему, все-таки это оставшаяся, скажем так, часть парка, а не та центральная, где есть озеро и которая облагорожена. Значит, в частности, чиновник потребовал переделать проект с учетом результатов общественных слушаний 2020 года. В течение 12 месяцев он должен, подрядчик имеется в виду, предоставить готовый проект в Главное управление архитектуры и градостроительства. Об этом говорится в постановлении, подписанном Ратмиром Мавлиевым. А вот какие именно детали, что не понравилось, что нужно переработать, здесь не указано, к сожалению. Но, наверное, мы об этом узнаем уже в процессе. Значит, с большим интересом и уважением, как правило, читаю и смотрю репортажи и другие журналистские работы коллег с телеканала ЮТВ. И вот сейчас давайте мы с вами сюжет посмотрим, свежий, буквально вчерашний, о том, как жители поселка под Уфой борются за сохранение озера, которое находится рядом с их поселком. Такая жизненная история о неравнодушных гражданах, о том, как безалаберность, разгильдяйство зачастую, наверное, да, мешают жить в чистых, благоприятных условиях. Казалось бы, там, где это само по себе разумеется, когда люди живут за городом, это как бы вроде по умолчанию должно быть, да, но не всегда получается. Так вот, сюжет любопытный, а после вернемся в студию и надеемся связаться с руководителем Башкульт наследия Олегом Полстоваловым. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, а на другой канал пока не переключайтесь. Закончите с нашим эфиром и, пожалуйста, куда угодно. Поехали. Ничего другого в селе нет. Нет ни клуба, ни места сбора граждан. То есть у нас сбор граждан происходит возле магазина напротив мусорки. Все, больше других мест нет. С 2020 года мы рассказываем о том, как жители поселка Лебяжий под Уфой борются за сохранение озера Большое Лебяжье. На свои средства они чистили и углубляли дно, проводили субботники и обивали пороги всех инстанций. Все ради того, чтобы в маленьком поселке появилось место для отдыха. Таскали деревья вон туда. Конечно, тяжело. Денежки немножко перечислили, пока с пенсия есть. Чтобы здесь благоустроили. Чтобы наши внучки, которые у меня 4 здесь живут, как раньше были, загорали, купались. Ну, деньгами помогала, послала, и дочка, и все мы послали. Да. Почему не помогать? Я всю жизнь здесь прожила, дети мои выросли здесь, внуки сейчас 6 тут же растут все, потому что это наши Лебяжи всю жизнь забитые было, никому не нужные. А так вообще боремся с 2008 года, когда озеро начало засыхать. В 2014 году нас ставили в программу в очередь по реабилитации малых рек и озер, а потом исключили по непонятным причинам. И в этом же году у нас тут вокруг озера земля стала сельхозназначения. Либо кто-то не хочет, чтобы водоем у нас существовал, либо государство у нас, к сожалению, относится так. То есть детям оставить нечего. А вот еще лебеди летают над озером. Неужели они приземляются? Смотрите. Курлычат лебеди. Кажется, они сядут тоже. Ой, здорово. Вот бы, а. Столько лебедей. С ума сойти. После первых субботников и очисток на озеро спустя несколько лет снова приземлились лебеди. Неподалеку начали гнездиться утки и плавали ондатры. В начале мая Анна запустила в воду мальков, карпов и амуров. Через 10 дней вода стала прозрачной, а рыба погибла. Я собрала бутылку с водой, увезла на анализ, и результаты, если честно, меня шокируют. То есть марганец в нашем водоеме на 74,4 превышает ПДК. Ну, видишь, да, Помимо этого сульфатов очень много, магний, железо. То есть там вся таблица Менделеева.
И в природе просто такого существовать не может. Даже если предположить, что там марганец выделяется при Сейчас разложении лишается, по-моему, может растений, рыб, но ему не в так таком не сообщила количестве. она, что добро, а он пока добро от нее не 74,4. Туда получит, даже не руки готов. нельзя сувать. То есть там Сейчас он сплошная ей химия. позвонит. Ну, ладно. Эколог и председатель Всероссийского Да, общества GoPro охраны природы GoPro в говорю. Башкирии Вот Сергей я Бурлаков смотрю, уверен, что видишь, у химикаты в GoPro другая озере цель, дело рук человека. заточка, скажем Скорее так. всего, А тут мои предположения, как-то он что смягчает, что ли, все, да? машина Какие-то какая-то косяки убирает, я вот спецтехники, тоже. выкачив где-то, скажем так, жидкие бытовые отходы, не утрудилась А там как нет бы настроек, когда легкого веб-режим? пути, а слила как бы, в границах этого водного объекта. Это следствие Будет чего? настройки вот эти, То по есть по умолчанию анализу мы в видим, формате. что большая таблица Менделеева, то есть химических элементов, как марганца, железа, сульфатов, аммония, аммиака. По просьбе жителей 23 мая на озере поработали сотрудники управления Да. госаналитического контроля. Они взяли Вот. пробы воды, сказав, что результаты будут Вот, готовы да, примерно давай через так. неделю. GoPro не Контроль, будем для этого использовать, это было временное решение, по компромиссное. 1300, по-моему, закону, да, осуществляет Рабочий Минэкология. инструмент именно, но не Минэкология вебка. должна была по первому же заявлению приехать сюда, составить акт, выявить, ну, скажем так, правонарушение. И более того, она должна составить распоряжение, какие работы здесь должны производиться. То есть механический способ, то есть убрать, вот, ну, как бы, видите, и пленка, и остаток на дне, который выпал после вмешательства. Я так думаю, что это человек. В природе нет таких химоэлементов да. в естественном А с тех пор водоеме. там, может быть, новые Несмотря модели на то, есть, что нет? поселок Лебяжий в составе Уфимского района, в администрации нам заявили, что произошедшее – это ответственность Министерства экологии. В ведомстве нам сообщили следующее. Специалистами ГБУ РБ Управления аналитического контроля совместно с инспектором Уфимского территориального управления Минэкологии РБ 23 мая отобраны пробы воды из озера Большое Лебяжье в 3 точках. О результатах анализов оповестим дополнительно после получения результатов. Стоков и сбросов в Отбой. водоем не Не буду. обнаружено, Сейчас запахов я не на эту тему ощущалось. соображения Жители не выскажу. исключают, что найденные в озере химикаты могут быть с дороги, которая находится поблизости. По их Да. словам, пыль, которая ежегодно поднимается, также содержит в себе кучу вредных веществ. Что касается отравления водоема, то местные не столь хотят привлечь к ответственности виновных, сколько добиться участия Да, компетентных да, органов именно. и опытных гидрологов. Хочется, чтобы администрация Минэкологии как-то более внимательно отнеслись к нашей проблеме. То есть, если бы озеро, скажем так, вот эта площадка была благоустроена, наверное, бы какой-то там не мог заехать сюда и слить непонятно что. То есть сейчас как бы выглядит, как будто это лужа. Может быть, это была ассенизаторская машина, которая проехала лесочек, даже вот достаточно Ну, здесь слить, конечно, все равно микрозаем будет, пойдет в разумеется, проток всё наш. это, А когда место будет благоустроено, уже у человека как бы другое отношение. То есть для начала нам нужно перевести землю вокруг озера в земли общего пользования. За это мы боремся уже 2-й год. Потому что пока у нас земля сельхозназначения, Только в паке. а на земле сельхозназначения, к сожалению, благоустройство территории никакое производить нельзя. Это карается штрафом. Поэтому какие-либо работы по благоустройству территории мы провести не можем на данный момент. Несмотря на вновь обмелевшее озеро, которое к тому же отравлено, Нас, говорит, жители не слышно. намерены сдаваться. Колпаков, Они то, что мы продолжат сейчас бороться за сохранение водоема. А мы продолжим следить за развитием событий. Эльнара Хасанова, Роман Нугуманов, телеканал ЮТВ. Так, это был видеорепортаж коллег из городского телеканала ЮТВ. Тут нам сообщают, что помимо репортажа было слышно в том числе, о чем мы тут говорили. Ну что ж, не знаю, не должно было этого быть, но всякое бывает, как говорится, когда особенно какие-то изменения в технических настройках происходят. В любом случае, с сожалением сообщаю, что запланированный разговор с руководителем Башкультнаследия Олегом Полстоваловым не состоится у нас, как минимум пока. И вы знаете, не могу не сказать, с чем это связано. По большому счету договоренность была, связь была установлена, все нормально. Но с некоторых пор у нас в некоторых, так скажем, структурах государственной власти стали...
не скажу, опять же, закручивать гайки, хотя почему не скажу, это примерно в этом направлении движения. То есть если раньше журналист, который имеет прямой контакт с каким-то из чиновников, договаривается с ним об интервью, это все происходило без каких-либо вопросов, в режиме реального времени, как бы без каких-либо согласований, лишь бы сам чиновник был открыт, готов к беседе и прочее, прочее. Но, видимо, желая навести порядок или что, я не знаю, там, или как-то согласовать все позиции, в частности, в правительстве республики стали выступление любого чиновника, от вице-премьера, там, заканчивая руководителями управления, проводить через процедуру некого согласования. Ну, это лично удивляет меня, как бы, а может быть даже, можно сказать, что и возмущает, потому что оперативность реагирования на события в этом смысле страдает, в конечном счете страдает кто? Не сам журналист, а потребители информации, то есть люди, ради которых те самые чиновники в правительстве работают и при этом не просто работают, а обязаны еще и докладывать, по сути, в режиме реального времени на тему тех событий, которые людей интересуют. То есть реагировать здесь и сейчас, а не через процедуру согласования, через там фильтры согласования темы вопросов. Чего, кстати, у нас никогда не было, да, то есть мы всегда задавали вопросы в режиме реального времени, да, парочку тем, конечно, мы могли заранее озвучить, чтобы человек мог подготовиться, как-то там цифры принести с собой, чтобы содержательный разговор получился, но всегда это импровизация, всегда это реагирование на слушателей и зрителей, которые ставят лайки и дизлайки, которые пишут свои вопросы, комментарии, реплики, критику и прочее, прочее. То есть только так можно что-то выудить, что-то, я не знаю, в концов сделать выводы, а не тогда, когда это пресс-релиз с сухими буквами, сухими формулировками, как это делается на ежедневной основе. Для этого интервью делать даже не надо, да, достаточно почитать сайты ведомств, там все написано. Эти вещи идти и зачитывать где-то. Вот, говоря, кстати, было и стало, я вот говорю, знаете как, сравнивая, условно говоря, 19, 20 и даже часть 21 года, и вот вторую часть 21 и 22 год. То есть те времена, когда люди, отвечающие за информационную историю в Белом доме, поменялись. Не полностью, но частично. Как говорится, выводы делайте сами. Ну ладно, в любом случае, как бы я в данном случае не хочу уж совсем там всех собак спускать на тех, кто принимает решения. Может быть, это какие-то временные перестановочки, какие-то настройки, апробации новых технологий. Надеюсь, да, и все это дело будет разрешено в лучшем виде, и мы вновь вернемся к нормальной схеме, когда мы быстро и оперативно состыковывались с нашими спикерами и давали информацию из первых рук нашим слушателям, нашим коллегам, короче, всем, кто нас смотрит. А пока мы вынуждены закончить наш эфир, потому что другого плана у нас нет, альтернативы мы не готовили. Скажу лишь в завершение, что сегодня в 15 часов у нас «Аспекты мнений» возвращаются в эфир. Гостем будет доктор философских наук, политолог Дмитрий Михаличенко. Ждем его сегодня живьем здесь, прямо в нашей студии. Футбольный клуб, который по четвергам в 13 часов традиционно выходил, к сожалению, сегодня не выйдет. Это вот на 95%, да. Если выйдет, прекрасно, но, скорее всего, нет. Но я не могу не сказать, что я вчера посмотрел практически полностью матч с Уфы с Оренбургом. Это первый стыковой матч за право для Уфы сохраниться в премьер-лиге, а для Оренбурга для того, чтобы вернуться в премьер-лигу из так называемой ФНЛ. Матч прошел в Оренбурге, закончился со счетом 2-2, то есть это ничья, но такая полезная для уфимцев, потому что 2 гола забиты в гостях, и теперь во второй игре, которая пройдет в Уфе, достаточно завершить в ничью, но главное, чтобы счет был меньше, чем 2-2. Ну, победа с любым счетом, понятно, Уфу выводит вперед, и она сохраняется в премьер-лиге. Тут расклады могут быть разные, но первый шаг очень важный, серьезный, сделан в Оренбурге, поэтому, наверное, у футбольного клуба Уфа все-таки, несмотря на все неурядицы, все будет хорошо. Вот так. Будем заканчивать на этом нашу программу со спикером, который сегодня планировался, я надеюсь, связаться все-таки позже. Видимо, процедуры, те, которые мы вчера провели, недостаточно, скажем так, убедительными оказались, что ли, хотя я вам скажу по секрету, что ли, что согласование это самое, о котором я выше говорил,
мною осуществлено, но кто-то кому-то не передал, и моих слов недостаточно. Что ж, вот так вот, пока, по крайней мере, будем иметь дело с тем, что есть. Тут уж, как говорится, ничего не попишешь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на каналах Аспектов, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями, всячески поддерживайте нас. Очень вас об этом прошу. Всем пока, увидимся.